В эфире игра «Ума Палата». Вопрос, который я хочу адресовать нашим игрокам, не должен представлять трудностей, ведь он из древнегреческой мифологии. Назовите скульптора, который из слоновой кости вырезал образ девушки и влюбился в нее. Он ее назвал Галатеей. Это имя поможет вспомнить и имя автора, ибо они всегда используются вместе. Так как же звали мифического скульптора? Об этом я хочу спросить наших игроков. А пока познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Георгий Данилов, руководитель отдела анализа данных Драйви. Мария Бюраева, старший специалист по внутренним коммуникациям в Драйви. Георгий, вопрос о древнегреческом скульпторе я хочу адресовать именно вам. Как его звали? Пусть будет Галактион. Галактион и Галатея. Ну пусть будет так, где-то в параллельной вселенной. Помните ли вы вообще мифы Древней Греции? Читал Одиссею. Сколько подвигов совершил Геракл? 3. Их было ровно 12. Мария, может быть, вы сможете назвать имя мифического скульптора? Нет. Это был Пигмалион. Пигмалион и Галатея. Каков ваш любимый миф из Древней Греции? Авдеевы конюшни. Это как раз-таки один из 12 подвигов Геракла. Как зовут древнегреческого бога морей и океанов? Посейдон. Это правильный ответ. Учились на 4,5. На 5. И медаль. Да. Отлично. У нас действительно неплохая заявка на то, чтобы проверить, сможет ли победить обладатель медали, отличник или человек, который сомневается в том, является ли он эрудитом. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Георгий, пока что удача на вашей стороне. Вы будете отвечать первым на вопросы первого раунда. А пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Георгий, как сказать правильно, пакет риса или пакет рису? Пакет риса. Пакет рису. Мария, до нашей эры или в нашей эре жил Александр Македонский? До нашей эры. Верно. Георгий, какое вещество является основным компонентом кислотных дождей? Углерод. Вода. Мария, как назывался первый российский музей, основанный Петром I? Камера. Верно. Георгий, какая буква в русском языке не обозначает никаких звуков? Твердый знак. Твердый и мягкий знак. Мария, какой итальянский ученый произнес фразу «и все-таки она вертится»? Галилео Галилей. Верно. Георгий, 305 – это простое или составное числительное? Составное. Верно. Мария, в каком веке Россия стала именоваться империей? 16. В 18-м. Георгий, что, согласно греческому мифу, находится на дне ящика Пандоры? Ас. Не знаю. Надежда. Мария, каким латинским словом называют лицо, скрывающее свое настоящее имя? Инкогнито. Верно. Георгий, сколько звуков в местоимении «я»? 2. 2. Верно. Мария, какой российский правитель подписал документ о продаже Аляски Соединенным Штатам Америки? Екатерина II. Александр II. Георгий, на территории какого современного государства находится Трансильвания? Молдавия. Румыния. Мария, центр каждого слова. Корень. Верно. Георгий, пыльник или это часть пестика или тычинки? Пестик. Тычинки. Мария, сколько из 7 чудес Одно. света сохранилось? Верно. Георгий, кто пользуется мастихином, художник или кузнец? Кузнец. Художник. Мария, как называется горячее вино, прокипяченное с орехами и Глинтвейн. пряностями? Глинтвейн. Верно. Георгий, сколько струн у скрипки? 4. Верно. Мария, падеж, который отвечает на вопросы «кого что?» Родительный. Винительный. Георгий, как называются радиоволны в диапазоне от 10 до 100 метров? Не знаю. Короткие. Мария, из какого дерева делают спички? Любого. Осина. Георгий, какая война закончилась для России Брестским миром? Северный. Первая мировая. Время вышло. За время второго раунда я задал вам 23 вопроса. При этом Георгий дал 4 правильных ответа, а Мария 7. Георгий, почему так мало? На некоторые вопросы я отвечал слишком сложно. Надо было проще. Миф о Пандоре. Помните ли его? Не помню. Не помните. Вам не повезло с вопросом. Здесь вы оказались неудачливы.
Снова попался вопрос из античных мифов и снова отсутствие знаний. Мария, пока что неплохо, 7 правильных ответов. Как вы считаете, вопросы адекватные? Ну, я считаю, что некоторые вопросы с подковыркой и имеют двойное дно. Например? Про спички. Ну, я уверена, что их можно сделать из любого дерева. Понятно. Мария, теперь вы получили преимущество. Вы будете отвечать первой на вопросы второго раунда. Второй раунд длится 2 минуты. Игроки на сей раз отвечают после ошибки. Это означает, что игрок, дающий всегда правильные ответы, не оставляет оппоненту ни единого шанса для того, чтобы ответить на вопросы. Мария, как звали мифического царя, который заточил Дедала, его сына Икара, в лабиринт? Самсон. Минус. Георгий, какой поэт подарил Пушкину портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя»? Пас. Василий Жуковский. Мария, как называют жителей города Кисловодск? Кисловодчанин. Верно. Мария, какая горная система расположена на 2 континентах, в Северной и Южной Анды. Америке? Кордильеры. Георгий, какой напиток изобрел ученый-аптекарь из Кутаиси, добавив в газированную воду экстракт экстрагона? Пас. Тархун. Мария, как в народе называют площадь земельного участка, равную 1 ару? Сотка. Верно. Мария, помощником какого злодея из сказки Александра Волкова был медведь-топодон? Пас. Урфинджус. Георгий, как называется изречение, которое автор помещает перед началом своего произведения? Эпилог. Эпиграф. Мария, на каком языке говорит большинство жителей города Каракаса, Испанский. столица Венесуэлы? Испанский. Верно. Мария, на каком материке расположено государство Малави? Африка. Верно. Мария, какое рогатое животное изображено на картине Валентина Серова «Похищение Европы»? Бык. Верно. Мария, сколько четных натуральных делителей у числа 4? 3. 2. 2 и 4. Георгий, на каком острове Эдмон Дантес, герой романа Александра Дюма, построил подземный дворец? Крит. Монте-Кристо. Мария, какое напряжение тока имеет пальчиковая батарейка типа АА? Пас. 1,5 вольта. Георгий, какой полезный ископаемый дало название пасти карбонара? Карбон. Углерод. Уголь. Верно. Георгий, какая мифическая птица изображена на гербе Индонезии? Пас. Гаруда. Мария, к какому виду многоугольников относится параллелограмм? Четырехугольников. Верно. Мария, правителем какого индейского народа в 15 веке был Ицкоатль, дядя Майя. Монтесума? Ацтеки. Георгий, из чего были сделаны башмаки Нильса, героя сказки Сельмы Пас. Лагерфельд? Пас. Из дерева. Мария, какая геометрическая фигура дала название постройки ротонда? Трапеция. Круг. Георгий, в каком виде спорта выполняется опорный прыжок касамацу? Легкая атлетика. Спортивной гимнастики. Время вышло. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Георгий дал 1 правильный ответ, а Мария 6. Мария снова неплохо. На 1 правильный ответ меньше, чем в первом раунде. Как вы думаете, сможете в 3-м раунде проявить себя? Есть шансы? Очень надеюсь на это. Но помните, что в 3-м раунде будет у вас только 1 минута. Георгий, вы, очевидно, проиграли своей коллеге. Она всегда такая зазнайка? Зазнайка нет, но умная. Умная. А вы? Что показала наша игра? Какой вы вывод сделали для себя? Отвечать с дивана было легче. Понятно. Что-то пожелаете своей коллеге? Ну, не волноваться. Все возможно. Я думаю, что Да. все будет. Конечно. Возможно, и ваше участие в будущих играх. В следующий раз, пожалуйста, не забудьте с собой диван. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Мария, пусть учитель порадуется за вас. Какую школу вы закончили? Городская классическая гимназия. Это действительно одна из лучших школ нашей республики. И действительно, в школе есть кем гордиться. Где вы учились после школы? Северо-Восточный федеральный университет и СФИР. Как там закончили? Красный диплом. Это весьма похвально. Вы готовились специально к нашей игре или надеялись только на тот багаж знаний, который у вас определенно имеется? Ну, я посмотрела пару передач, чтобы понять формат, но специальную энциклопедию я не доставала. Принято. Мария, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей. Я напоминаю вам, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона.
Мария, в какой спортивной игре есть такие амплуа игроков, как доигровщик, диагональный, волейбол? Что в Японии традиционно разбираться по мосту? Это профессиональные борцы с мо перед Рис. началом схватки. Соль. Супругой какого троянского героя была Андромаха? Пас. Гектора. Сколько шашек у каждого игрока в начальной позиции 16. в русских шашках? 12. Вулкан Этна потухший или действующий? Потуши. Действующий. Королева какой европейской страны носит имя Сония, Норвегии, Дании, Швеции, Монако? Дани. Норвегии. Что измеряет одометр? Артериальное давление или количество оборотов колеса? Обороты колеса. Верно. Какое сооружение во дворце крымских ханов вошло в название поэмы Пушкина? Бахчисарайский фонтан. Верно. Челюста – это духовой или клавишный инструмент? Духовный. Клавишный. Как звали мать Гамлета из трагедии Уильяма Шекспира? Пас. Гертруда. Какое здание на Дворцовой площади Санкт-Петербурга украшено аркой с колесницей богини Зимний Ники? дворец. Главного штаба триумфальной арки. Какой бытовой предмет является разновидностью сосуда Дьюара? Пас. Термос. Кто был старше на картине Василия Пугелева «Неравный брак»? Жених или Жених. невеста? Жених. Жених, верно. Как называется невысокий барьер, проходящий вдоль авансцены и скрывающий от зрителя театра световые приборы? Пас. Рампа. Время вышло. Мария, за время третьего раунда я задал вам 14 вопросов. При этом вы дали 3 правильных ответа. Общий счет ваших правильных ответов составляет 16. Что помешало вам победить в этой игре в третьем раунде, хотя шансы действительно были? Вопросы были сложнее, чем я думала. Скорее всего, волнение, конечно. На многие вопросы я знала ответы, например, про мать Гамлета и так далее, но волнение мне помешало, и я выбрала тактику лучше пасовать, но думала, времени будет больше. Мне так и действительно показалось, что вы знали ответы на некоторые вопросы, хотя давали неверные ответы. Уровень ваш действительно весьма высок. Вы играли достойно. Это была хорошая игра. Но сегодня, увы, не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. Спасибо за нее. Спасибо вам. Это игра «Ума палата». И вновь мы не провожаем наших игроков с аплодисментами и вновь не говорим им «до встречи в финале». 20 заветных правильных ответов снова никто не дал. Может быть, это удастся следующим игрокам. Узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума палата». Помните, наверное, Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Оставим в стороне вопрос, почему Иван, а не, например, Ирина. Этот легко запоминающийся стишок помогает выучить названия падежей русского языка, которых в нем ровно 6. А на какой вопрос отвечает творительный падеж? Прежде чем узнать ответ на этот вопрос, познакомимся с нашими игроками. Игроки, представьтесь. Я Спиридонов Айтал, ученик 10 класса гимназии Центр глобального образования. Я Кайгородов Эрчим, ученик 10 класса гимназии ЦИГО. Эрчим, вопрос о падежах я хочу адресовать вам. На какой вопрос отвечает творительный падеж? С кем, чем? Кем? Чем? Да. Какие падежи вы знаете? Ой. Какие падежи? 6 падежей, получается, именить. Да, блин. Вот так вот, да? Застал врасплох, простой вопрос. Все, давайте еще раз тогда. Именительный, родительный, потом какой шел? Винительный, да, потом, по-моему, что дальше шло? Дательный, нет, родительный, я говорил, что нет? Творительный. Творительный. И еще один, который о ком, о чем? Падежный, по-моему. А, нет. Это предложный падеж. Предложный, да. С падежами у нас не очень хорошо, видимо. А какой ваш предмет в школе самый любимый? Только не говорите, что русский язык. Физика, математика, ОБЗР. Я назвал целых 3. Айтал, а для вас русский язык любимый предмет? Нет. Нет, М. категорически нет. Да. А какие любимые? История общества. Вопросы именно из этой области вы сегодня ожидаете больше всего. Да, надеюсь, да. Как вы оцениваете свои шансы в сегодняшней игре? Ведь вы играете против своего одноклассника, верно? Наверное, средний где-то. Средний шанс. Как учится Эрчим? Раскройте карту. Он отлично учится. Отлично. Да. А вы? Так, средний. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара – синего и красного цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, начинайте.
Эрчим, вы получили преимущество, вы будете отвечать первым. Верните шары на место, и мы будем начинать. Ну, надеяться на что-то, наверное, бессмысленно. Просто Ну, по приколу вышли. Чтобы засветиться. засветиться. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, давший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Эрчим. Итак, первый раунд. Эрчим, назовите сказочного персонажа, лезущего вон из кожи. Человек, Царевна-лягушка Айтал, что представляет собой пемза, который мы оттираем от грязи ноги и руки. Пас. Застывшая лава. Эрчим, что в японском ресторане называется осибори. влажное полотенце, Верно. Айтал, кого Георгий Вицин сыграл в серии фильмов режиссера Гайдая? Пас. Труса. Эрчим, сколько лет проходит между Ситцевой и Золотой свадьбой? 5 лет, 49. Айтал, с какой головой изображается индуистский бог Ганеша? Орла. Слона. Эрчим, как называется прямая линия, у которой есть начало, но нет конца? луч, Верно. Айтал, назовите город, столицу Республики Беларусь. Минск. Минск. Эрчим, что рождается в споре, согласно известной пословице? дружба, Истина. Айтал, краткое изложение содержания оперы, балета. Пас. Либретто. Эрчим, непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами. пар, Туман. Айтал, фигура или кукла в человеческий рост для примерки или показа одежды. Манекен. Верно. Эрчим, мифический крылатый конь, символ поэтического вдохновения. пегас, Верно. Айтал, на какой реке стоят 3 европейские столицы? Вена, Будапешт и Белград. Висла. На Дунае. Эрчим, как назывались античные жрецы, предсказывавшие будущее? гадалки, Оракулы. Айтал, в какой стране уже более 600 лет никак не может упасть Пизанская башня? Аллея. В Италии. Эрчим, как называется ребро чеканной монеты? гурта, Верно. Айтал, из какого злака получает крупу Геркулес? Геркулес. Из овса. Овес. Эрчим, как можно назвать человека беззаветно любящего, почитающего и читающего книги? ну пусть будет меломан, но это другое. Библиофил. Айтал, как звали французского генерала, именем которого назван определенный фасон брюк? Пас. Галифе. Эрчим, как называется небольшое стихотворение «Комплимент»? Мадригал, Верно. Айтал, в какой стране находится гора Эверест? Непал. Верно. Время вышло. Всего за первый раунд я задал вам 22 вопроса. При этом Эрчим дал 5 правильных ответов, а Айтал 4. Вы пока что в принципе наравне. Но это немного. Это не так много. 5-4 считается, что это ниже среднего. Почему так мало? Айтал, что вам мешает давать правильный ответ? Я не знаю многие вопросы, но ответы на них. А были вопросы, на которые вы знали, но, может быть, вы ошиблись? Да, были. Эрчим, а как у вас с этим? а у меня были вопросы, у меня были те вопросы, на которые отвечал Айтал, но мог бы ответить я, допустим. Мгм. Как вы оцените наши вопросы? Показались ли они вам сложными или слишком легкими? Не сложные, не легкие, просто такие разнообразные, очень с многих сфер, наверное, вот так вот. В целом, пока что шансы ваши равны, но лидирует на 1 балл Эрчим. Эрчим, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда. Второй раунд также длится 2 минуты. Переход хода во втором раунде осуществляется после ошибки игрока. Это означает, что игрок, дающий правильные ответы, не оставляет оппоненту шанса ответить на эти вопросы. Эрчим, кто такие батаки? Народ в Индонезии, Верно. Эрчим, как называется цикл рассказов, при создании которого Булгаков использовал свой врачебный опыт? записки юного врача, Верно. Эрчим, как звали сына Петра I, который по приказу отца был брошен в Петропавловскую крепость? Алексей, Верно. Эрчим, кем по родству Павел I приходился Екатерине II? сыном, Верно. Эрчим, в какой стране расположен Тадж-Махал? Индия, Верно. Эрчим, кого, согласно русской пословице, не обойти, не объехать? жениха, Верно. Эрчим, от какого заболевания страдал князь Мышкин, герой романа Достоевского «Идиот»? грипп, туберкулез пусть будет. Эпилепсия. Айтал. Как в соответствии с названием 2 подмосковных сел стали называться первые гвардейские полка Петра I? Пас. Семеновский и Преображенский. Эрчим. Назовите имя и отчество профессора Преображенского из повести Булгакова «Собачье сердце». Пас, Филипп Филиппович. Айтал. Какой император сменил на российском престоле Николая I?
Александр II. Верно. Айтал. Название этого растения с итальянского языка переводится как «золотое яблоко». Пас. Помидор. Эрчим. При каком правителе было отменено крепостное право? Александр II? Верно. Эрчим. Как называется традиционное японское искусство компоновки срезанных цветов в специальных сосудах? Пас. Икебана. Айтал. В какой страной в 20 веке правили красные кхмеры? Камбоджа. Верно. Айтал. Из какого города отплыл Титаник? Нью-Йорк. Саутгемптон. Эрчим. Что носит дьявол в известном фильме? Плащ. Прада. Айтал. Что в море является ориентиром для моряка? Компас. Полярная звезда. Эрчим. Что делает человек, который всегда поддерживает репутацию? Поддерживает ее? Держит марку. Айтал. На чем летал Мюнхгаузен? Дирижабль. На ядре. Эрчим. Какая пряность по форме напоминает звездочку? Печенька? Гвоздика. А, Айтал. С какого возраста начинается долгожительство? 95. 90. Эрчим. Айтал. Джазовый, шипковый музыкальный инструмент африканского происхождения. Айтал. а почему? Айтал. Пианино. Банджо. Время вышло. 95 лет, вы сказали, мы засчитали это за правильный ответ, потому что это очень близко к правильному ответу. Долго думается все равно, да? Я просто на многие ответы забыл. Хорошо. У меня вроде нормально. Ты откуда красные кхмеры знаешь? Ну, знаю, потому что. Знаешь? Хасушин. Хорошо, мы Привет, готовы. мам. Второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. За время второго раунда я задал вам 22 вопроса. При этом Айтал дал 3 правильных ответа, а Эрчим 7. Это означает, что именно Эрчим проходит в следующий раунд. Вы нас порадовали, между прочим, ответами на весьма редкие вопросы, как раз-таки из области не совсем уж и общего кругозора. Вот, например, кто такие батаки, народ в Индонезии? Эрчим, откуда вы знали правильный ответ? Ну, я смотрел Моана, и потом полинезийской слегка заинтересовался этой. И там много малочисленных народов, таких в Индонезии не только. Ну, вот так вот. То есть детский мультик вас мотивировал на изучение истории целого племени. Да. Это удивительно. Айтал, вы нас порадовали другим ответом. Какой страной в 20 веке правили красные кхмеры? Вы сказали Камбоджа. Откуда эти познания? Из Ютуба. Из Ну, мне YouTube. в ленте попалось видео, ну, кто такие красные кхмеры и там Пол Пот. Ну, я решил посмотреть. Обычно какого характера вы смотрите видео? Что это? На какие темы? Космос, биология? Вот. История. Какая у вас оценка по истории? Ну, сейчас 4 выходит, а так 5 было. Было 5. Да. Но еще есть шансы все-таки эту пятерку вернуть назад. Там пару баллов не хватает. Мы желаем вам на этом пути удачи. Пока что можете что-нибудь сказать на прощание. Ну, до свидания. А мне? Ну, удачи. Ты что, меня покидаешь, что ли? Эрчим, понадеялись ли вы только на багаж своих знаний или готовились к игре? Конечно, готовился к игре. Смотрел прошлые выпуски. Кстати, попадались вопросы, которые были в прошлых выпусках. Конечно, готовился по интернету, Википедия, всякие квизы. Ну, вот так вот. Это действительно серьезный подход, и вопросы действительно иногда повторяются. Это вопросы на внимательность, в том числе и для ценителей наших передач. Ну что же, сейчас вам предстоит перейти к третьему раунду. Ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей. Эрчим, она бывает северно-южная. Пас. Америка. Как называется логически верная ситуация, которая не может существовать в реальности? Апория. Верно. Какое имя было у супруги Пушкина? Наталья. Верно. В какой стране правило около 2 десятков королей с одинаковыми именами? Германия. Во Франции 18 Людовиков. Во сколько раз Луна меньше Земли? В 5. В 50. Какие 2 русских писателя, поссорившись, не разговаривают друг с другом 16 лет? Пас. Толстой и Тургенев. Сонет – поэтический жанр, в котором регламентируется количество строк. 14. Сколько их должно быть? 14. Верно. Старинная книга большого формата. Фолиант. Верно. Как называется старинный польский торжественный танец шествия? Пас. Полонез. На чем можно увидеть петроглифы? На дереве или на камне? На дереве. На камне. Как называется литературная игра, в которой надо Буриме. сочинять стихи? Буриме. Брусиловский прорыв – это операция Первой или Второй мировой войны?
Первый. Верно. Какое здание Кремля построено архитектором Матвеем Казаковым? Сенатский дворец или Грановитая палата? Грановитая палата. Сенатский дворец. Это неправильный ответ. Время вышло. Уже. За время третьего раунда я задал вам 13 вопросов. При этом вы дали 6 правильных ответов. И общий счет вашей игры составил 18 правильных ответов. Вам не хватило всего лишь 2. Но вы порадовали в очередной раз своими интересными ответами. Книга большого формата «Фолиант» или литературная игра «Буреме». Да? Не всякий обыватель знает ответы на эти вопросы, поэтому это весьма похвально. В 18 не всякий взрослый доходит до такого знаменателя и до такой высокой планки. Поэтому мы очень рады за вас, но жаль, что чуть-чуть не хватило. Ваши ощущения после игры, как вам игра, что-то можете сказать на прощание? Очень интересно, очень жаль, что я не набрал этих 2 баллов, хотя мог бы в этих вопросах, где есть варианты ответа. Для 10 класса это весьма неплохой уровень, и вы подтвердили свой статус отличника. Спасибо за игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума Палата». Жаль, что копилка правильных ответов вновь оказалась незаполненной. Может быть, следующим игрокам удастся набрать заветные 20 правильных ответов. Узнаем через неделю.